Сам как говорит. Ну да, по-моему. Так, 4-5. Ждем пешку? Не. Что ж такое композиция такая осталась? Ну ладно. Зарян процент. Здесь удлинитель еще. А? Удлинитель еще есть. Сейчас врым. Эфир пошел? Сейчас посмотрим. Так, тебе не хватает, вот же там есть 2. Ничего не надо. А, вот здесь. Да. Он все равно черную полоску выводит. Полоску в каком плане? Картинку? Да. Ладно, мне просто ссылку надо сделать. Значит, надо в следующий раз фотографию делать. Посмотреть. Нет, может она редактируется как-то. Да, выбор фотографии можно придумать. Она редактируется. Кстати, прикольно, только баннер, который я повесил, он, конечно. Ну ладно, он как живой, как 3D выглядит. Ну, Как живой. лишь бы оправдать себя. Объемный. Объемный, да? Тут Да. что там объем. А название сам писал? Мы резко новый сделали, Да. О, круто вышло. Смотри. Такую красоту сделал. Здесь сейчас. Ну, по сторисам посмотри. Сторис обнови. Переходит? Да, переходим. Все переходит, да? Идет. Так. Главное не перепутать, что зачем идет. У нас спонсоры появились. Спонсор часа? Погода. Кто спонсор погоды? Игорь партнер. Хорошо. Так, а ну-ка давай-ка тебя посмотрим. Слушай. Да. Это Шоркина. Мы, кстати, ее ни разу не звали. Она откуда? На мероприятие. Жестко. Народу вместе жестко. У нее отец же был, выдающийся человек. Нет, это я помню. Сама там в Ижевске? Она в Ижевске, она преподавателем работает, как я помню. Да, не вопрос. Я маленько это. Давай маленько поднимем. Кого? Ну,
Видишь? Давай, короче, потом. А нет, сейчас погода еще будет. Ничего ты не- Согласен, я голос за кадром. Фарид, там маленько я тебя это. Меня не вообще можно убрать. Тебя и так много. После последнего сезона Фарид сказал, я больше не показываюсь. Братья татары отказались от него. Сказали, больше не признаем. Это как раз нет. Так, с чего начнем? Сковородка, да? Подтяните к себе вот эту самую. Назад. Она просто залазит там за всю. Внимание. Сначала чуть-чуть там покупаем, потом на трек помещаем. Теперь мои ноги видны. А, он спортивный, друзья. Ты не в тапочках. А я в тапочках. Внимание. Ну что ж, в этот прекрасный воскресный вечер, как всегда, мы, бравые парни, Влад Гажак и Петр Пушкин на радио «Моя Всем Удмуртия». привет! Самой-самой позитивной, самой-самой веселой программой. Кто, Николай? Привет! Петька, здорово. Ты как выживаешь после таких выходных? Тяжело. Тяжело. Мы сегодня спали? Нет, не мы спали. Мы спали по отдельности. Ты тут давай-ка осторожней. Начало часа, а мы уже такое говорим. Так вот, я сегодня лично спал 4 часа, из которых Я чуть больше. из которых я после чего сходил в душ, погулял с детьми, и потом я пошел в 2 часа дня и стал заниматься нашим сегодняшним эфиром. у А тебя все, как? почему? Так, почему? Потому что мы косим что? Нет, неправильно. Мы косим километражи на наших тачках. Да, вчера проект «Тектоника» побывал в Кизнерских краях. Боже мой, это так далеко. Боже мой, это так тяжело. И знаешь что? Что? Вчера Что? мне одна женщина, которая пришла на наше мероприятие, сказала, говорит, она мне открывает афишку в своем телефоне, говорит, это вы? Я говорю, да. А Не это похож. ты? А это ты? Тычет пальцем в меня. И показывает да. маму плотнику. Нет, показывает на меня и говорит, это ты? Я говорю, да. Знаете что? Ребята, нет, не знаю. Ваше творчество полное. Но она же пришла на мероприятие. Надо было взять ее телефон, и сейчас надо было ей прямо в Но начале часа заметь, позвонить. через 10 минут она уже танцевала выше всех, круче всех и лучше всех. Вот так вот. Видишь, через Спасибо через вам наши за такие деньги. отзывы. Мы любим вас. Знаешь, может быть, она смотрела по фотографии и говорила только с парнем, ну вы такие некрасивые. Но когда вы заиграли ваше творчество, ну это похвала. Забила все ее ожидания. Но, Теперь подожди, давайте. подожди, а в пятницу мы куда ездили? В пятницу мы были. Кабачигурки? Любимый наш. Светочка с Кабачигурта. Привет, привет, А родная. Света была, кстати? Была. Свет, тебе отдельный респект. Спасибо, что нас любишь. Ну что, давайте мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас очень крутой гость, очень значимый. А чем, и как, и почему? Кстати, мы забыли сказать про главное событие, которое также было вчера. Нет, мы это скажем потом. Ну, ладно. Ну что, погнали? Погнали! А с чего погнали? А как же новый трек? Как же премьера? Попозже будет. Я решил маленькое так. В общем, ретро-выпуск сегодня ожидается. Проект Николай. Начало
Нет, я сегодня смотрел информацию про Тиеста. Надо ошибку будет сделать. А уже сколько ударов. Погнали. Ну а теперь раскрою эту интригу, почему именно этот трек сегодня звучал в начале нашего эфира. Ну, смотри, я сегодня готовился к эфиру и подумал, что было бы хорошо не только общаться с нашими любимыми артистами, но и вообще рассказывать людям про культуру, все, что происходит у нас в мире. Да, Культура, да, ну, в плане, да, а так как мы с тобой сопричастны в плане музыки, мы любим музыку, мы с тобой говорим музыку, поэтому я предлагаю каждый эфир начинать с маленького обзора. Так вот, пока мы еще не придумали обивку, но она появится у нас, так сказать, на следующей неделе. Новость номер 1. Но это не точно. Адык, да. Мартин Гаррикс. Кто знает Мартина Гаррикса? Знаешь Мартина Гаррикса? Да. Так вот, он уже стал третий год подряд стал лучшим диджеем по версии DJ Mag. Заметь, Заметь. ты 10 лет в сфере индустрии Да, диджеинга, да. и тебя нет. И А заметь, он Мартин младше- Гаррикс он намного младше младше меня. тебя. Вот обидно, обидно. И знаешь, что еще обидно? Среди всего топа, а это 100 призовых, так сказать, мест, россияне удостоились только 2 мест. Это 71 место. Это Swanky Swanky Tunes. Tunes. Да, наши любимые парни. Парни, которые появились на свет раньше, А чем вторые кто? электроники. Вторые кто? А вторые это Бавина. Это трансовый, да, трансовый диджей. И знаешь что, вот опять же, если мы возвращаемся к Swanky Tunes, это единственный исполнитель, который сделал совместный трек с Тиеста. А трек, который звучал у нас в самом начале часа, он был практически сделан на сэмплах Тиеста. Вот так вот, друзья. Все не просто Сколько ты заплатил Тиесто за то, чтобы он я поставил сэмплы свои? скачал эти сэмплы. Слава богу, Тиесто нас не слышит и не знает, что такое Удмуртия. Это И проект «Никто Николаев». 4 года назад. Это вот такое. Так, понятно. Поехали дальше. Новость номер Два. 2. Сергей Шнуров выбрал изображение волка из «Ну погоди» для Для своей чего? концертной майки. В Так. пресс-службе Союзмультфильма добавили, что киностудия планирует продолжить
То Сотрудничество есть с она не будет артистом. этим ограничиваться и заканчивать. Кстати, знаешь что? Сергей Шнуров недавно сказал, что он планирует объехать все те города, в которых прошел чемпионат мира по футболу. Кто тебе сказал? Нет, это он сказал, по-моему, Комсомольская правда. Реклама. Да. Объехать все города, в которых проходили финальные матчи чемпионата мира по футболу. И наш город, как всегда, лузер. Да! Да. Но, кстати, Порадуемся. ближайший город это город Казань. Можно поехать на концерт. Опять реклама? Да. Ну, там 6 плюс. Или это 18, 18 плюс, да, 18. Знаю творчество Сергея Шнурова, да, 18 плюс. Ну, мы же тут не про Сергея Шнурова, а потому что Союз мультфильм. Погоди, так я к чему? Что Союз мультфильм. Вот многие позабыли, что такое Союз мультфильм. Да. Потому что сейчас вот идет такая тенденция, что все начинают смотреть какие-то американские, зарубежные мультфильмы. Ну, Да. возможно. Ну, А это тут у уже Союз нет, мультфильма это появился второй шанс на возрождение. Через артистов. Через артистов. Ну, то есть это прямая дорога, получается, нам также можно сделать Союз мультфильмом. Давай, У нас хватит денег? У нас деньги вообще есть? У нас есть такой банк? заметьте, я хочу еще раз напомнить об этом. Мы единственная программа, которая за свои эфиры не получает. Ура! Ничего! Да, поэтому мы готовы предоставить кошелек и, так сказать, готовы к любой помощи. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Номер 3. Да. В Японии проходит фестиваль спектаклей в формате 8К с участием произведений без звука. Что это мне что-то дает? Говоришь что-нибудь? Пока мне... 8К. На моей удмуртии Я есть только- мониторы 4К. Нет, Нет? мы только Full HD начали осваивать. Народ уже 8К А 8К, вещает. да. Это что означает? Азиатский фестиваль спектаклей. Записал, так сказать, произведение в технологии сверхразрешения 8К. Это Ультра HD. Это получается, знаешь, какое разрешение? 7680 на 4320. Я себе даже не могу представить, какая-то четкость. Все равно ничего не говорит. 8К. Ну, круто просто круто. Да. Кстати, вот, держите последнюю новость. Новость 4. Что там? Ну, 4. Это в самом конце. Да, вот Вчера это. состоялся традиционный ежегодный конкурс телевидения 2000. Это где прошло? Это где-то в мире, представляешь? Да? Да. В общем, горожанчики, вчера состоялся традиционный ежегодный конкурс Элькуновидения Да! 2018, Ура! который, между прочим, проходит у нас в республике уже 7-й раз подряд. Ура! Ура, что это не юбилей. Да. Можно не так широко Ну, праздновать. тут расписал, конечно, исполнители из большинства районов и городов республики, из соседних регионов, где компактно живут удмурты. У нас жюри зрители представили свои новые... Откуда слезал? Сайтом? С моей удмуртки найти? Нет, с другого. С конкурирующего. Хоть бы чувство патриотизма, в тебе какие-то там проснулись. Ну как И это? эту информацию ты бы взял с сайта моей Так удмуртии. потому что к нам сегодня кто пришел? Наш патриот с Удмуртии. Это ты? Нет. Это я? Нет. А кто? Это Артем. Артемий Гаврилов, правильно. Артем, Ты как, можно ты как-то кстати? скромно его представил. Ну давай, представь заново. В общем, Я Казанчик- даже приберу так. Казанчик, сегодня у нас в гостях замечательный человек, творчество которого периодически появляется в удмуртском сегменте нашего национального вещания. Зовут его Артемий Гаврилов, и вчера он, заметьте, с ошеломляющим отрывом на конкурсе Элькуновидение 2018 вышел! Пока не в победители, просто в Да, финал. мы же договорились сегодня не говорить, что Да. пока, да. В общем, Артемий, привет! Артемий, привет! Очень рад, что сегодня вместе с нами. Так, мы забыли про трансляцию. Вот что. Трансляцию. А где он? Друзья, сегодня у нас такое маленькое нововведение. Ну, пока, как говорится, в Японии проходят фестивали 8К? 8К, мы перешли на YouTube. Да, поэтому сейчас мы вещаем не через ВК Лайв, а через YouTube Лайв. Поэтому, если у вас какие-то проблемы с видением нас, слышанием нас, А по пишите нам. республике, в принципе, проблемы с интернетом. Да, в принципе, если так посмотреть, в республике, в принципе, проблемы. Проблем нет, у нас все хорошо. Ну, Так у нас- вот, давайте переходим к нашему гостю. Артемий Гаврилов сегодня вместе с нами. Привет еще раз. Привет всем. Ну расскажи, как это все прошло, как ты себя сейчас чувствуешь? Ну, я уже отхожу. Плохо. Это плохо. Плохо. Отходишь От эмоций. эмоции. Эмоций, да, потому что меня всего трясло от этих баллов, сколько я получал, от районов, которые давали для меня голос. И
Все круто, круто. Спасибо всем, которые за меня голосовали. Кто А ты правильно помнишь, сделал. кто за тебя голосовал? Какие районы? Нет, точно не помню. Все районы, кроме Дебёрского. Кроме Алаш. Просто такие условия конкурса. Представители всех районов отдают свои голоса за тот или иной район, ну, кроме своего района. Ну, да, стоит сказать, что было 21 Один. заявка, Коллектив. из которых вчера в финал вошли 14 лучших исполнителей. Давай перечислим. Давай, кто это? У тебя есть? У меня нету. У меня есть Сейчас только тройка. У меня есть только тройка. Быстренько лучших. найдем. Я пока, да, пока Петр ищет, кто участвовал, я скажу, что на первом месте это Дебёрский Рос, Артемий Гаврилов. Артемий, кстати, вот Артемий и Артем. Я хочу тебе сказать, вот тебе относиться. Артем. Ну, Можно друзья так? не я, Артем, а более официально. Да. Потому что я вот сегодня посмотрел, по православному есть имя Артемий, а Артема нет. Красивый статус. Артемий. Ну да. На втором месте у нас Ишкар. Я перевожу на своего на Полгорском, это Ижевск. А какой район? Укажи. В Ижевске Индустриальный. у нас несколько районов, Герос. да, говори. И на третьем месте Глаз Герос, это Глазовский район. По баллам я хочу сказать то, что сейчас вы сами все поймете. Артемий соврал 204 голоса. Ижевск 112 и Глазов 108. Ну, то есть сразу чувствуется, что... Почти на 100 баллов. Ну, видно сразу, кто готовился, а кто нет, да? Да-да. Ну, давай, ты нашел информацию? Я нашел какое-то видео, не могу найти вот эту вот итоговую таблицу. Ты там мои Кстати, у меня есть это таблица, вкладки. если честно. Да? Давай, открывай. Да. И пока они все ищут вот эти все таблицы, кто там участвовал, я скажу, что финал конкурса состоится 4 ноября, в День народного единства, на телеканале Удмуртия. Да, вот она таблица заветная в моих О, руках. золотая. Да, в общем, про Глазов ты сказал, да? Да. На 4-м месте у нас представители Вавожского района. 5-ми стали город Можга. Республика Татарстан. Алнаши седьмые, вот каждый Агрис. год Алнаши седьмые, вот давай. Стабильность. Удиви меня, удиви, давай, Стабильность. седьмой. Так, 6-й у нас Агрис, Республика Татарстан. И... 7-е и игра. Так, ну, Игра, поселок Игра. К сожалению, нынче не призвал. Шаркан также вышел у нас в финал. Малая Пурга в Алнаши финале. вообще, что ли? Алнашский район тоже в финале, заметь. Борезино в финале, Киясово в финале. И Поткинский район в финале. Можгинский район также А почему ты сделал выходит акцент на у нас Можгинский район? в финал. Потому что Можгинский район по изначальной договоренности мы должны были выбрать всего 12 Тебе коллективов. заплатили? А, так. К сожалению, не заплатили. А, Я вот, кстати, был один случай, я бы мы про него хотел, расскажем, я да. бы хотел, Что но нам не предлагали заплатили. деньги. Так вот, у нас просто получилось два 12 места. Два 12 места. И, соответственно, итоговая таблица превратилась не в 12, а в 13 коллективов. Но Можгинский район, Валентин Григорьевич, он Взялся за так вилы. старался. Он так хотел, и мое сердце не выдержало, и я прям Ты решил, вышел, что сказал. Я Всё, закрываем. Либо закрываем взял конкурс. всю ответственность на свои Маленькие ручки. могучие плечи и решил, что по моему хотению Можгинский район будет в финале. За что после завершения всего Ты получил втык. действия? Нет, я не получил втык. Павел Геннадьевич Поездеев подошел ко мне и сказал: Мужик. ну, говорит, назад пути нет, а Валентин Григорьевич подошел и вручил мне шикарный цвет. А я думал, вот видел, вот когда я пришел уже опять со своей камерой в Максион, уже на финал, и он когда выходил уже сил, сказал, теперь там кучки могут с этого. Почему сказал до меня? А теперь я понял. Да? Ну что, мы уходим на рекламу и продолжаем дальше. Да, давайте переходим на рекламный блок. И еще раз хотел бы напомнить про трансляцию. Горожанчики, не ищите нас ВКонтакте, ищите нас на Ютубе, потому что с сегодняшнего дня мы запускаем такой а-ля эксперимент, попробуем трансляцию на просторах. С сегодняшнего дня мы запускаем а-ля эксперимент. То Все, есть как бы... реклама. Ладно, давай. Что-то мы много болтаем. Песня ставим. У тебя есть забойная же песня в эфире? Танцевальная. А у тебя нет, заметьте. А у меня нет, потому что нет ремиксов. А я вот сейчас хотел послушать эту песню. Ну, говоришь, она это не такая не забойная, да? Вот.
С чем ты сейчас прошел? Ну, Это твой еще вообще запись. тогда Там же планируешь. условия какие, то что... Кому пойдешь? Кому? Да? Ну там же. Так, давайте тогда сейчас поговорим. Как раз мы про конкурс, про что люди говорят. У нас есть, что люди говорят. Что-то творить не будет? А, и подожди, у нас же это. Ну, диски же тут лежат. Друзья, у нас случайно оказались диски, надо их разыграть. Как разыгрывали? Как и планировали? Где-то можно было тоже придумать название, например, вот активно где выступает, но нет, к сожалению. Как это есть? А вот есть. Нет. Если так писать, и треки так подписываешь. Ну почему-то Кстати, я у тебя в есть же интернете когда информация по забил. поводу псевдонима этого? Да. Вот, пускай. Почему Артемий Лев? Нет, ну Артемий подожди, Лев? а почему ты ВКонтакте треки не называешь? Потому что я у тебя забираю, у тебя полностью Гаврила, как да? его, да. Ну как-то не знаю. А так, если на сцену, Лем. А вот забиваю, блин, такой. Надо переименовать эти треки. Надо посмотреть, что это. То есть вопрос забит. Просто мне говорили, что тебя знают больше, как Гаврила, чем Лем. Потому что это 2 года назад только там. Просто из-за этого не так сказал. То есть ты на золотом голосе также было с Гавриловым Да. полностью? И после этого начали как где-то нашли информацию, что Лем. Это я записывал просто. Лем. И вот с Давайте этой... будем возвращаться. А, по конкурсу скажем, Да. на трек? Да. Ой. Внимание. Ну что ж, реклама прошла быстро, а мы снова с вами. Кто Николаев? Ответил Горжак, включает, когда же он уже уйдет. Пусть просто треки свои играет. Ну так вот, друзья, у нас оказались 2 диска, которые мы готовы разыграть прямо сейчас. И можете назвать свои условия. Сегодня наш гость, зовут его Артемий Гаврилов. У него очень, кстати, такой интересный сценический псевдоним. Артемий Лем. Я, конечно, знаю. Что откуда знаешь? это название пошло. Так. И почему Артемий Лем называется Артемий Лем. А ты знаешь? Мы же с тобой это обсудили. Нет, а ты знаешь или нет? Ну просто скажи да или нет? Нет. Нет, хорошо. Я думаю, что некоторые наши слушатели тоже не знают, почему Артемий Лем есть Артемий Лем. Но на просторах интернета эта информация присутствует. Поэтому, гражданчики, сегодня вопрос такой. Объясните, почему псевдоним Артемия Гаврилова Артемий Лем? Почему? Почему? Да, просто Почему? напишите, почему. Там можно буквально в 2 словах написать. Да, потому что он и ответ. Да, да. А, Он, да. И туда. Правильные ответы мы принимаем через наш смс-портал номер 5522. Сначала пишем слово «моя», потом пробел и уже ваш вариант ответа. Стоимость смс-сообщения около 14 рублей. В общем, присылайте ответы, а теперь настал твой звездный час. Присылайте ответы и 30-я, и 40-я. 30-я и 40-я. Да, 30-я и 40-я получат диски, да? Ты маме сказал, чтобы она тоже Мама, она всегда... принимала участие, только не писала тебе, а на наш смс-портал. Не, знаешь, у него уже есть короткая диск. Ага, понятно. Да. У меня же там все хранилище находится. Поэтому все, давайте слушаем песню, присылайте нам ответы, ну и продолжим наш эфир. Погнали! А ты ничего не волнуешь? Может, минусовка есть? Живую, все равно надо спеть. Другую даже песню. Какую-нибудь самую любимую. Мы тебе включим также здесь минус. А, да, да, включим минус, да. Ты его не выключишь? А минусовка есть в интернете? непонятно.
Так, что подписал выглядит? Не, не больше, больше не надо. Я в минус может. Может, без пени? Если акапельно только. Если есть желание акапельно спеть? Нет. Сейчас, может, найду. Сейчас посмотрим. Смотрит на самом деле? Вот, правда? А смотри, а вот могут писать все интересно. Да, не видишь, что это такая фигня. Если у тебя на телефоне нет YouTube, это не зайдет. Ты зайдешь, ты будешь как-нибудь участие. Просто смотришь. У меня тут нету особо. Я вот захожу. Да. А вот комментировать я уже не могу. Но опять же, в КНТЧ можно комментировать? Можно много? Народу же надо вот говорить, чтобы он понял. Но только авторство поет. Обязательно. Лёх, тебе отдельный привет. Спасибо, что смотришь. Про iPhone я помню. Что за iPhone? Ты мне хочешь подать iPhone? Нет, Ты мне не нужен iPhone. Нас говорят, слушают в маршрутке. Прикольно. По Ижевску. Давай еще раз про конкурс. Ну что ж, гаджетчики, замечательный трек от электроников Вот, диджей, спасибо, такое редко услышишь. как это я каждый эфир тебя хвалю. Да. И не только на эфире. Продолжаем наш эфир, продолжаем наше общение с нашим гостем. Зовут его Артемий Гаврилов, он же Артемий Лем. Артемий Лем — это его сценический псевдоним. Да, бывает, китайский язык. И у нас с его сценическим псевдонимом сегодня связан конкурс, в котором вы, уважаемые слушатели, можете принять участие. Я выиграл 2 диска. Надо просто сказать, почему Артемий Лем. Артемий Лем. Артемий Лем. Все логично, да. Там можно, это можно Откуда написать он в двух взял словах. этот псевдоним? Есть Да информация. как откуда? Оттуда! Оттуда! Оттуда с интернета. Да. А подарочки — это наш фирменный дисковый проект Экторика, который вышел буквально в августе. И мы как получили. Не надо вот создать сейчас, говорить, куда он вышел. Когда хочу, туда и говорю. Так вот, и заручились поддержкой правительства. Вот так вот, приятно, да? Что ты сделал, чтобы эта поддержка со стороны нашего руководства была? Не рассказывай, вот не надо, вот не надо. Ну, народу же интересно. Сегодня, мне тоже сегодня не я на детекторе лжи. Заметь, в последнее время я наблюдаю такую тенденцию, что прям ты что-то от меня скрываешь. Деньги скрываю, да, комментарии скрываю и фанатов. Ну, там, мои фанаты, да. Боишься, что лет так через Это 15 просто аукнутся? знаешь, жизнь такая штука непредсказуемая. То есть ты можешь вот так легко мне плюнуть в лицо и сказать все. Нет. Все через 15 лет. Нет, не через 15 лет. Ну, я не знаю, вдруг меня приспичит, и я вспомню твои эти обидные слова. Ой, Что ты от да. меня скрываешь там пункты касаемо финансовые, пункты касаемо девочек, пункты касаемо, там, не знаю, фестивальных каких-то проектов. Нам уже будет где-то лет под 70, и мы с тобой просто возьмем бутылочку хорошего. Погоди, мы же сказали, что в 70 лет мы поедем на Ибицу. Да, ну, тем более там какие уже разногласия. Там к эйфории. Ты помнишь, как мы в Измер ездили? Так, давай уже переходим к нашему гостю. Друзья, принимаем участие, отправляем
На номер какой петь? Номер нашего смс-портала 5522. Пишем сообщение с заголовком «Моя», пробел, далее ваш ответ. Ответ касаемо вопроса, почему Артемий Лем мне такой псевдоним. В двух словах опишите, объясните. 30-я и 40-я смс получит наши подарочки. Ну что, Артемий, вот расскажи, ты уже не первый год борешься, прям вот пробиваешься через иконовидение. Зачем? Когда вот с чего все началось и почему именно иконовидение? В 2014 году я попробовал себя, вообще первый раз, что такое вообще киновидение, что за площадка. И вот, в итоге я не попал в десятку даже. И это мой пробел. Я хотел его заполнить. И вот, скорее всего, вот этот год, как бы, этот пробел как раз заполнил. Что именно вот вышел я в финал. То есть это было, да, напомню, это было в 2013 году, в 2014 году. Ты пропускаешь 2 года. Что 15, 16, Почему 17. пропускает? Он активно готовится. Готовился. Так. И в этом году, набравшись силу, командная поддержка у тебя была такая же, как в том году? Ну как и в 2014? Меньше немножко, меньше, как бы в количестве только мамы и человек из коллектива мамы. Вот, поэтому. Но все равно как бы в этом году как-то зал поддержал. Да. То есть отличается от 14? Да, совсем зритель другой. Ну, это значит, дело в исполнителе, в какой в подаче твоей, или дело в музыке, в тексте, в песне, в Я чем? думаю, в комплексе это все вместе, как бы без другого, другой не живет. Поэтому все позитивно. Знаешь, вот по моему мнению, киновидение это вообще непредсказуемый конкурс. Потому что по итогам жюрийского голосования результат у нас получается один. Когда мы итоговый концерт транслируем на просторах телеканала, на просторах интернета, там народ выбирает совершенно другие композиции. Ну, там, видишь, я не люблю вот эту форму, когда голосуют через СМС, потому что там сват, брат, друг, подруга. Я это не признаю, это как ВКонтакте голосовать. Поэтому давайте вообще узнаем у людей, чем поступила эта песня. Корреспондент Каржуля. Каржуля, да. Каржуля собрал некоторые Давай я данные. по-другому объявлю. Давай. Нынче на проекте «Иконовидение 2018» по моей инициативе в кулуары Дворца культуры «Аксион» был... Допущен. Нет. Аккредитован наш Отдельный, специальный. штатный корреспондент Каржуля. Его не хотели пускать. Его вообще никуда не хотят пускать, в принципе. Потому что удмуртский мир прям очень скептически относится к этому человеку, Правильно недолюбливает его чуть-чуть, но ему все-таки каким-то образом удалось пробиться в эти кулуары, и он Да? достал, Достал, он я- нашел Что я информацию. нашел? Да я поговорил с простыми, вот, я поговорил с режиссером, я поговорил с простыми людьми и узнал, чем действительно Артемий покорил. Давай слушаем. Что повлияло на результаты? Думаешь, что красота этого парня, чистый голос или что? Красивый костюм? Что было важно? Текст песни. Текст? Да. То есть в очередной раз мы увидели, что главное это текст. Вероника, не нужно разделять одно от другого. Песня – это комплексный продукт. И текст, музыка, исполнитель, все воедино складывается. В небесах, видимо, сошлось. Ну, наверное, достойно. Он же давно поет, закончил культпросвещение, и мама его мама клубный работник, текст очень откровенный идет там. Здорово, мы очень рады. Это неожиданно, песня сделана спонтанно, ярко, быстро, но все-таки вау, классно. Сила в том, что исполнитель яркий, классный. Сила в самих словах, потому что, песня прямо от души написана. Песня, о том, что человек, вот я удмурт, я люблю свою землю. Достойно, да, мои при зрительских симпатий билеты свои отдавали за него. Тут уже не дело в красоте мальчика, потому что многие это даже и не видят, которые сидят на балконе и сзади. Вот, честно говоря, нам не видно было. Просто слова песни так вот трогают за душу, и очень было приятно слышать. Артем, первое место, это достойно? Да, да. Что об этом говорили? А чем вот песня подкупила? Там удмуртский язык, удмурткал, это мой кал. Он пел о том, что он удмурт. Вот это я имела в виду. Сойник сомелем, тужу не раз. Чу мышка джасса.
Такая слеза пробежалась по щеке Артема. Вот он, звездный час настал. Ну, я бы хотел немножко подлить такие вот. Я бы не сказал, что это черная нотка какая-то. Просто это еще не финал. Не финал, это да. полуфинал. И вы, друзья, можете быть участниками и можете решать судьбы 14 наших конкурсантов. И, ну, сказать, уже выбрать, да, проголосовать. И Может решить, быть, кто на занимает финальном лучшие места. этапе Артем окажется не первым, вторым или даже третьим. Кстати, если ты окажешься вторым, ты обидишься? Не расстроишься. Не расстроишься, да? Мне главное вот вчерашний день. То, что я там победил, имеется в виду по баллам, в финале оказался. Главное это зрители, потому что это меня принял. Остальное Вот при всех сразу вопрос. Вот столько говорят про песню, все говорят, хотя бы кусочек хотя бы услышать. Может, хотя бы вот припев, что ли, спеть. Петровка, может ты, Петров, споешь хотя бы? Давай, ты помнишь? Ты же был там. Я ушел в кино в этот момент. Кстати, я хочу сказать про эту историю. Не секрет, я был ведущим этого мероприятия, меня заставили, пишет мне наш корреспондент, нештатный, который каким-то образом оказался в кинотеатре и говорит, я тут не успеваю. Финал Да фильма. сними-ка финал, я Да, говорю, тут как бы развязка сюжета сейчас шел должна культовый произойти. фильм ужасов? Я говорю, у нас тоже развязка всего действия. Тут у нас итоговая таблица, жюрийское голосование. Ты где ходишь? Как погоди. Я успел. Но ты успел, я увидел, что Я как раз он забегаю уже на сцену и вижу, говорят, что дебютский рос, я спросил, ты ну дай подойду, сразу же там, пообщаюсь. И прям вот с тобой самое большое интервью я сегодня отсматривал. Прям такой большой глубок, я был не зря. Судьба, да. А вот Артемий, когда ты вот, видел всех конкурсантов, со всеми, может быть, общался там за кулисами, видел выступления всех коллективов, может быть, да? Да, А вот конечно. кто прям вот по твоему мнению для тебя был таким прям настоящим конкурентом? Конкурентов я боялся всего Александра. Это Шарканский район. Да, Шарканский район. Знаете, песня такая, не просто вот, ну, обычная, точнее, необычная она, как раз и голос необычный, не похожий на других, и музыка совсем другая, не похожа на музыку. Поэтому прям исполнение, как она двигалась на сцене, как она артистично показывала себя, мне очень понравилось. Я боялся именно ее. Ну и, конечно, еще немножко боялся я Ишкара. Это которая второе место, это Полина. Невоструева, да, голос хороший. И артистично вообще девочка. Вот, поэтому вот двое девочек именно меня пугали. Вот смотри, «Икона Види» это же не конкурс-шоу. Нет, изначально «Иконовидение» позиционировало себя как конкурс песни. Но с этого года Так. концепция поменялась. Теперь это шоу must комплексное go on. шоу, да, комплексное шоу. Артем, у тебя в чем заключалось шоу? Знаете, у меня шоу не было. Я как раз... Может, ты этим взял? Я хотел просто абсолютно простой, потому что в 2014 году у меня была танцовщица. Как бы немножко мне как бы некомфортно было, что я не мог и донести, нужно было с ней танцевать одновременно и еще что-то рассказывать для зрителей, петь. И поэтому как-то мне некомфортно было. Поэтому в этом году я попробовал именно просто так. А с кем ты готовился? Шоу, вот это шоу ты делал. Шоу, да, когда ты один на сцене. Ты один готовишься или тебе помогает район? Честно сказать. Скажи честно. Скажи честно, помогает просто. Честно помогает. Честно помогает. Вот так, да? Да. Честно, я честно скажу, я хочу это честности, потому что район вообще не участвовал, поэтому я готовился.
с автором музыки. Это Антон Васильев. Автор музыки Ольга Переводчик, это Васильев, да. Вот я с ними готовился, как бы и репетировали, и все, придумывали новое, музыку перебирали. И поэтому как бы у меня команда хорошая была. Вот именно проходцы ясновидения и хорошие люди. И тем более мы живем в Дембельском районе все. У меня разница с ними, точнее, на расстоянии 6 километров. Поэтому и в детстве я с ними виделся. У меня отец служил у них с отцом, моряки. И вот, и как бы, знаете, вот настоящая твердая команда. Влад. У меня прям вот такой еще вопрос провокационный. Вот сколько лет ты считаешь себя, ну, можно сказать, не дебёцким, а ижевским? Петр, это надо было задать в следующем части. Погоди. Ну, скорее всего, может быть, как я начал здесь учиться в колледже культуры, после этого я как бы уже почувствовал, что такое городская жизнь. Сколько лет это? Ну, примерно 5 лет. 5 лет. Вот я к тому, что нет ли каких-то таких людей, которые говорят то, что вот Дембельский район представлял человек, который 5 лет не живет в Ижевском районе. Но, несмотря на это, душа-то у него уже не чувствует, да, его да, вот глубиночки. те завистники, которые прямо хотят надавить на больную точку и говорят, что представитель-то Дембельского района не Дембельский. Не тот уже! Да, не Дембельский. Это вопрос, да? Да, это вопрос. В общем, конечно... Это крик души был у Пушкина. Нет, каждый говорят всяко, кто может, кто говорит хороший, кто говорит иначе. Ну, все-таки я еще числюсь, у меня прописка в Дембельском районе. Как в этом фильме-то? Царь-то, говорят, не настоящий, да. Вот, как бы прописка в Дембельском районе, и как бы еще глубину вот этой деревенской жизни я и вообще Удмуртска, потому что Удмуртская вот эта глубинка, тем более я вот прям за лесом живу, это уже север, почти Пенза. Я был в деревне у него. Лес. Вот. Там медведи ходят. Реально. Вот, и как бы я это еще все чувствую, я ничего пока не потерял. Продолжим дальше. Я хочу еще раз напомнить про вопрос. Гражданчики, сегодня у вас есть уникальная возможность, в принципе, как каждый эфир, Пока нам сказали, нас слушать маршрутки, в принципе, есть шанс у всей маршрутки. Поэтому достаем телефоны. Сейчас у кого-то есть уникальная возможность получить от Эктоники 2 заветных диска. Вопрос у нас сегодня такой. Псевдоним нашего сегодняшнего гостя Артемий Лем. Почему Артемий Лем? Артемий Лем. Все логично. В двух словах опишите, присылайте свой ответ на наш смс-портал 5522 заголовком «Моя», пробел, далее текст вашего сообщения. Нам уже что-то приходит. 30-я и 40-я смс, когда приходят ответы, 30-я и 40-я смс получит от нас сегодня. Ответ-то правильно есть? Да, причем все правильно. Все правильно? Ага. Это круто. Я предлагаю послушать режиссера кинокуновидения Павла Геннадьевича Базеева, что он думает вообще о дальнейшем, так сказать, судьбе проекта. Давайте послушаем, ну и дальше подискутируем по этому поводу. Геннадьевич, давайте честно. В чем развитие происходит? 6 лет идет конкурс, сумма, она увеличилась только 1 или 2 раза. Сейчас какая максимальная денежный призовой фонд? Сумма не увеличилась. 50 тысяч. 40. Это плохо или хорошо? 40 или 50 меньше? То, что она всегда такая стабильная. Ну, среди всех конкурсов в удмуртской культуре это единственный конкурс, где хоть 40 на протяжении 60 лет выплачивается людям стабильно победителям. Ну вот риторика, в течение года мы разыгрывали сертификат на 40 тысяч рублей. Или живые деньги и сертификат — это разные вещи? Разные вещи. Творческий конкурс и розыгрыш. То есть ты понимаешь, что развития нет дальнейшего? Конкурс встал и уже идет на дно. Но развитие ведь не зависит от... точнее, нельзя судить о развитии по количеству призовых. Развитие можно судить по качеству исполнения, а качестве песен, ну, они, как и 40 тысяч, на том же уровне остаются.
То есть мы можем с уверенностью сказать, что если мы будем повышать денежный фонд, денежный приз, то и качество будет. Если мы будем, например, сейчас в следующем, в 2019 году, Тектоника подключается к проекту, и мы говорим, что следующий призовой фонд будет 70 тысяч рублей. Мы увидим разницу? Я думаю, что... Или тут надо в разы увеличивать прям? Нет, просто подключатся русскоязычные исполнители. Тогда да, тогда качество сразу пойдет вверх. А это надо? Чтобы русское население подсоединялось? Не русское население, а русскоязычные исполнители, которые никогда не пели на удмуртском языке, но вдруг запоют, то, конечно, они создадут мощную конкуренцию для тех, кто всегда поет на удмуртском языке. Такой вот эксклюзивчик от режиссера. Я прям думаю, что Компромат завтра... на компромате. Завтра... А завтра же программа наша закроется. Не то чтобы закроется, но нашего корреспондента Коржуля я прям чувствую, что... Меня больше не будут пускать на такие мероприятия. Вызовут на ковер. И повысят должности, возможно. Ну, либо не наоборот. Возможно. Ну, Кстати, давай обсудим, давай обсудим. Павел Геннадьевич сказал по поводу русскоязычных исполнителей. Я бы вот хотел отметить, что представитель Глазовского района. То есть это уже началось. Не владеет. Занял третье, на данный момент занимает третье место. То есть это уже началось. По национальности он удмурт, но если мне память не изменяет, если принимать к сведению отборочный этап нашего состязания, да, действительно, у него уже но это не мешает ему пробиться на третье место. Флаг руки. Артемий, ты что думаешь по этому поводу? Гонорар имеет значение? Вот ты шел, зачем ты шел? Ты творческий человек. Ну, знаете, для чего, скорее всего, шел? Я, чтобы... Я же говорил, что пробел. То есть это основное? Основное. То есть даже если бы гонорар состоял там 20, 10 да, вообще, как бы, нет, это, конечно, это должно расти, потому что народ идет. Это все равно, как бы, вот Павел сказал, что как бы, пока еще не идет. Это я сказал. Это я ему сказал. А, да? Да, я ему подкидывал. Вот на одно не идет. Как бы, знаете, для района это вообще какой-то стимул, они идут на это. И как бы, это когда вот, есть такая площадка. У тебя есть опыт. 14-й год и сейчас 17-й. 18-й. По качеству песен есть разница? Именно не твоих песен, а вообще, да. Коллективы, которые принимают участие по организации вопросов. Знаете, скорее всего, нужно было взять этот первый тур. Нужно было все-таки там уже 15, да, 15 взять коллективов и выбирать, может быть, 6 участников на финал или 7, где-то примерно вот так. Жестче первый этап. Я говорил, что надо исключить 5 коллективов, которые мне не понравились, но... Нет. Но, понимаете, удмуртский мир, он настолько ранимый. Мы боимся сказать правду в лицо. Мы боимся сказать, что, ну, чувак, надо еще поработать. Опять же, вот, ты Валентин, который занял 14 место. Валентин Григорьевич. Так. Занял 14 место. Но он же не проходил. Зачем ты его слушаешь? Зачем ты вышел и поддержал? Нет, понимаешь, это тут другое, тут другое немножко, другое. Меня чем-то подкупила его народность, что ли, какая-то такая вот простота и наивность в нем. Вот это меня как-то заставило сделать выбор в его пользу. Только это. Деньги он перевел. Извини. Ты что? Прям какой-то меркантильный человек был, Владислав. Прям тему денег готов обсуждать там до нельзя. Мы всегда готовы. Уходим на рекламу. Да, тема денег как раз. Наш коммерческий отдел просто рад. Итак, реклама, далеко не уходим. Через 2 минутки продолжим наше общение с нашим гостем. Ну а вы не забывайте про наш конкурс, потому что сегодня, если у вас есть уникальная возможность получить от проекта Тектоника 2 диска, а вопрос сегодня такой. Почему псевдоним нашего гостя Артемий Лем? Опишите в 2 словах, отправляйте ваши варианты ответов на наш смс-портал 5522 с заголовком «Моя пробел» и далее ваш текст.
Главное, чтобы за тобой прямо сейчас не пришли. А там уже стоят, знаешь, там. За разжигание межнациональной розни. Нет, это же не рознь, это как бы наоборот, я чувствую, что нет движухи-то, нет. Они... Наверное, когда вот, если честно, вот по статусу пойдет наверх, скорее всего, реально, если делать это и на русский, когда и петь будут на русском языке. Подожди, а обязательно в условиях, что песня должна быть на удмуртском языке? Да. А если, ну, там вкрапление русских слов? В конце концов, Евровидение тоже начиналось с того, что там должно быть на английском языке. Сейчас поет каждый на своем. Да. Все за шоу, не знаю. Ну, изначально ведь оно... Этот конкурс придумывался по аналогии Евровидения. Система Нет, так я голосования понимаю, и как так бы далее. логика Но в голосования. общем дело, что если мы так это все будет, то для коллектива вот этих, которые из глубинки пришли, какой-то, ну, связаться вот русские составят, не на английском. Ну, смотри, Да, то есть, если будет большой гонорар, тогда из глубинки не смогут далеко выйти, как бы они далеко не дойдут. Русские, тут городские, ижевские просто зашибут все и все. Они пойдут ради они сейчас некоторые пишут, все равно заказывают. Мы будем шли, там не у всех есть композиторы в своем же ДК и аранжировщики, они все заказывают. Они также будут копить деньги в течение года, будут заказывать на крутую студию уже, будут приходить и будет им делать крутой саунд. Согласен, это, конечно, мне кажется, движуха это должна быть новая. Тогда более какой-то такой, более широкий. Да, широкий. Очень будет не ограничивать, что называется, и уже отсеивать. Или можно делать вообще как межрегионально, вот тогда да. Прикольно. А сейчас у нас какой? Он межрегиональный. А межрегиональный? Да. В прошлом году было 2 региона. Башкирия еще была. Башкирия была, да. Пермь тоже хотел приехать, что-то не приехали. Сколько сейчас? Все правильно пишу? Да. Потому что в деревне снимать. Ладно, хоть до этого я... Потому что он в деревне, в Мурский лес, Лесского района. Оп! Сразу выигрышность. Артемий Вес. Внимание. Песню еще послушай. Ну что ж, а мы продолжаем наше общение с нашим гостем. У нас сегодня в студии замечательный человек, который по итогу Турецкого районного голосования вышел на первое место в конкурсе Элькун Евгений 2018. Но это еще не точно. Но это еще не точно. 4 ноября будет финальный уже этап, где скажут, кто занял первое, второе, третье, четвертое место. Ну, при помощи СМС-голосования. И еще будет профессиональный жюри, которое также, я думаю, свой весомый вклад внесет в разграничение вот этих вот призовых мест. Смотри, Потому сейчас же уже вот сегодня, где состоялось данное мероприятие, там же тоже были компетентные жюри, профессиональные. Это были представители района, просто района. А сейчас на финальном этапе состязания будет уже профессиональное жюри. Жюри, которое так или иначе связано с музыкальным миром, имеет музыкальное образование. То есть это дополнительное. Ну, кто-то не прошел или кому-то бонусом, или это счет чего-то еще начисляется. Например, там игра на втором месте. И профессиональный жюри еще подкидывают баллы и говорят, а я лучше. Итоги вот этого вот голосования, которые были в аукционе, они приплюсуются, точнее, итоги профессионального жюрийского голосования приплюсуются к итогам голосования, которые были на этапе аукциона, да, на втором этапе. Но сейчас, если смотреть по цифрам, там разграничение в 100 баллов. И если так подумать, то итоги профессионального жюрийского голосования, может быть, ни на что не повлияет. Но поэтому тут вопрос такой открытый. Надо организаторам сейчас что-то придумать, чтобы интрига какая-то сохранялась, чтобы итоговое голосование могло на что-то повлиять. Может запросто. Артемий прямо сейчас может сказать, ну, друзья, я отказываюсь дальше участвовать. Нет, я участвую. Просто, может быть, итоги профессионального жюрийского голосования, выставленные баллы, не знаю, умножат в 10 раз. Вау.
будет круто. Вот тогда да. интрига сохранится, и она будет присутствовать до самого конца. Ну пусть они сами думают, это вообще не наша головная. Я предлагаю послушать песню и рассказать, что у нас будет в следующем часе. Да, давай. А в следующем часе у нас будет очень интересное событие. К нам пришел наш дорогой друг Фарид. Фарид, привет. Можешь взять микрофон, да. Привет, привет. Да, включай, да. Фарид, привет, да. Привет. Да, это наш очень хороший, любимый друг, который к нам приходит и мучает наших любимых артистов. Я бы не хотел оказаться там. Да, я тоже не хочу. Но Арсен Но ждет этого когда-нибудь момента. придется, если ты Когда-нибудь мне в станет. открытую говоришь, что ты от меня скрываешь. Ладно, там- я согласен быть на самом последнем эфире. Что, Николай? Ну, мало ли, следующий разговор у нас. Следующий, это последний месяц парня. Заканчивается. Так вот, Фарид будет испытывать Артемия Гаврилова, а мы будем задавать ему каверзные вопросы, а Фарид будет говорить, что не говорить даже, а показывать, смотреть и сканировать, анализировать полученный ответ и принимать решение, правда это или нет. Ох, прям люблю я вот это вот. Прям люблю. Хорошо, Люблю да? копаться. А есть какие-нибудь вот такие темы, которые вот тебе не хотелось бы задевать? Деньги, там, любовь, не знаю, там, семья, все полностью. Ну, простите, конечно, как бы это все-таки лично. И про отношения, конечно, тоже это личная моя жизнь. Все, будем на это давить. Хорошо. Спасибо за откровенный ответ. Давай, поехали на трек. Что там? У нас там Алена Кирханова и Андрей Корнилов. Погнали! Что у меня есть? Что есть? Ты можешь держать Проблемы с дыхание? сердцем, поэтому имеется в виду, что... Ты можешь отключиться? Серьезные проблемы с Ненадолго. сердцем. Но вдруг, если быстрее таким вот... А, как бы это сразу же, да. Что это проблема с сердцем? Оправдать Да. себе заранее. Вот, Всё, это оправдание, вовремя господи. ты сказал, да. Ладно, не страшно. Я всегда всем своим говорю, что это не концлагерь, если плохо, то лучше говорить. Чего так пишете? Как ты? Ты говоришь? Мы спросили, может, ты хочешь в туалет перед сейчас вышел, ладно? Надо сходить. А сейчас уже подцеплен. Как раз наоборот, кто хочет обмануть, терпит. Кто хочет обмануть. То есть это такой лайфхак. Если... Ты давай-ка ему не рассказывай. У меня там много вопросов накопилось. Ладно, пусть чуть-чуть перейдет. Еще полтора минуты. Давай расскажем про конкурс, про детектор. Ну, про конкурс, про детектор запустим песню. Запустим песню. Песня, конечно, жалко, песню прям столько распинаемся, и прям песню так послушать, чтобы пример подать. А какая разница, если все равно, как бы я в финале можно спеть без разницы? Какая просто столько звучала весело? Или как рекламка нет? Ну, я не знаю, вот там по регламенту как у них. Тут даже вопрос поднимался по поводу того, что, Вообще как у тебя, да, вообще у тебя, да, например. Я представляю.
Все? Я это сделаю красиво, как я умею. Прямо даже в тональность попали. Да? Что ты там? Так, Так, я сначала... Внимание. 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 Ты не запускай шапку основную. Сразу. Да, запускай. Тема про «Я накрою на стол». Нормально. Актуально. «Я накрою на стол». Ну что, мы сейчас в шапке. Как за раз новый Хей, всем привет еще раз! Второй час Тектоники Лайв. Денис Борисович. На радио Моя Удмуртия. Почему я здоровый с Удмуртом? Что изменилось? Чужесты. О, так вот. Продолжаем. Твое знание удмуртского языка заканчивается на этом слове. Буречь. И все. Хорошо. Как всегда, с вами Влад Горжак и Петр Пушкин. Продолжаем наш эфир. У нас сегодня в студии замечательный человек Гаврилов. Да. Еще раз привет всем, кто только подключился. Он же Удмуртлен. Да. Почему Удмуртлен? Удмуртлен. Почему Удмуртлен? Почему Удмуртлен? Боже мой. Ну, в общем, знаете, как сделаем? Кто понял, тот понял. Вот уже, да, стал активнее нажимать на кнопочки. А какие кнопочки? Артемий Гаврилов, он же Артемий Лем. Псевдоним этого человека звучит именно таким образом. И вопрос, который мы в прошлом части нашей программы озвучили, касается как раз псевдонима этого человека. Мы задали вам вопрос. Почему псевдоним Артемия Лема? Артемий Лем. Уже прозвучала подсказка. Да уже ответ прозвучал. Да. 100 раз притом. Нет, надо связать еще это. Надо как-то связать. Люди уже связали. Нет, некоторые связали, но еще мы не набрали. Тема леса была, человек. кстати, прикольно. Кто-то написал, что Артем из леса, поэтому он взял себе такой псевдоним. Ну, в принципе, можно за это оригинальный ответ подойти уже есть. Ну что, давай говорить, что приключилось с Артемием за этот короткий промежуток времени. Он весь в проводах, окутан, сидит, волнуется по тебе. Да, реально я волнуюсь, что на мне какие-то провода, что меня сейчас будут пытать. Ну, пытать мы тебя не будем. К нам пришел наш любимый наш друг Фарид. И мы будем проводить. Ну, не эксперимент. Мы будем задавать каверзные вопросы, а Фарид будет смотреть, анализировать и говорить, это правда или нет. Короче, у нас сегодня детектор лжи в этом часе, друзья. Сейчас мы узнаем всю подноготную Да, до проекта Тектоника. Да. Кто с кем, кто кому А вообще, сколько. как он к нам относится, мы это узнаем еще. Так, давай сразу начнем или трек послушаем? Давай послушаем песню, сделаем себе кофе. Артем, наденем тапочки. Мы себе только сделаем, тебе не будем делать. Пока настраиваемся, Артемий, давай. Я думаю, что все твои родственники сейчас подключились к трансляции. Все твои други и недруги ждут. Когда же? И, друзья, вы можете нам тоже присылать свои вопросы, которые мы объясним уже непосредственно Артемию, ну и будем получать правильные и неправильные ответы. Что нас подать? Минуты? Подай. Всегда так
какая проблема? А, то что нету? Женщины Нету? У тебя форм, брат, нету. А на качках это вообще не держит. Ну, наоборот, там все съедает. Качков всех тестировали. Константин Алексеев. Что называется, и нагрузки, и химия, возможно. Ну, прям на это. В этой нагрузке, скорее всего, Да, химия какая-то. Питание там непонятно. Да, с учетом того, что там делают питание, вообще хрень полная. Я когда мальчика тестировал одного, он работал, где питание продается. Он нам схему нарисовал 4 раза. 4 раза обманывают питание. 4 раза. Вот кончается тем, что там покупают дешевую и насыпают в банки. Потом дорогой продают. То есть ты покупаешь дорогой, в надежде, что это нормально. Там да. Вот. Гарантии никто не даст. Ведь народ, главное, как на наркотики процентов да, остановиться Ну, кстати, многие знают. да, наверное, интернет существует. Потому что его корни сделали немецкий Лем и родовое имя у него Лем. Родовое имя Лем? Ну, хорошая История. хорошая, Рождение псевдонима. да, хорошая история для масс-медиа. А кто-то из Грязметов впервые так написал? Да. О, как раз вовремя. Да. Погнали. В общем, медленно, Ну, но верно, мы движемся. А к чему движемся? к полиграфу. Ура! Ура! Мы-то Заметь, счастливые. А, заметь. ты уже потел, у тебя ручки уже Да, у потеют. меня у самого ручки потеют. Я не знаю почему, но это всегда так. Но мы всегда, То ли- мы всегда переживаем То ли больше в за наших предвкушении каких-то положительных или отрицательных ответов на мои, так скажем, вопросы, которые я сижу, составляю. Ну, конечно И- же, ждем мы отрицательно. И ты прям такой надеешься, что, ну, скорее всего, он тут ответит вот так. Вот так, вот так, вот так. А полиграф показывает, нате, а совсем-то по-другому. Ну, давайте не будем уже таить, давайте уже начнем потихонечку. Ты готов, Артемий? Да, я, конечно. И наш любимый поклад. Итак, Артемий Лем у нас сегодня подключен к проводам. Первый вопрос. А как лучше, Артемий или Артем? И это правильный ответ. Артемий, в проекте «Илькуновидение» ты принимаешь участие не первый год. Но в предыдущие разы результаты были намного скромнее. А нынче результат ошеломил всех. Вопрос. Скажи честно, нынче ты давал взятку членам жюри? Стоило бы подумать. Мы знаем правду. Эх, ну как так, а? Ну так, конечно, Я-то думал, что давал. Ну так и я так же думал. Я и хотел, наверное. А вот думать так. смотри, будучи, так скажем, конкурсантом, ну представим такую ситуацию, что наш Коржуля решил выступить на Илькуновидении. Он знает все подводные камни этого проекта, знает, кому можно
заплатить, кем с кем можно можно подружиться, с да. кем там, ну, Да, постельную да. тему мы не будем обсуждать, конечно, но все же, сумма, которую ты готов предоставить тому или иному человеку, это сумма со сколькими нулями? Ну, смотри, тут же мы с вами от того, сколько... Какой гонорар? Да, если он рассматриваем как сейчас, да, 40 тысяч рублей, то, естественно, я готов был бы потратить, наверное, 50%. 20 тысяч. Да. Нормально. Отвели. А если бы тебе, Артем, предоставили такую возможность? Скорее всего, я тоже. Видишь? И это правильный ответ. Погнали дальше. Итак, второй вопрос. Артем, я знаю, что ты в семье один ребенок. 2. Тогда недостоверная информация до меня дошла какая-то. Тогда уже третий вопрос. Нет, второй же вопрос. Артем, Артемий, а ты эгоист? Валектон Шонер. Надо же. Я не сомневался. Просто я позвонил одноклассникам Артема, я говорю, вот знаете, ребята... Был такой парень? Нет, не жене. Вот такой вот человек с вами когда-то учился, вот А так, ты так, учился так, с так. Анастасией? Да, конечно. да. Я говорю, вот какой вопрос вы бы хотели ему задать? Они мне вот сказали, что да, вот был Артем, но он был такой прям эгоистичный человек у Я нас хотел в услышать. классе. Я думал, что да, мои как бы ожидания оправдаются, оказывается, это нет. Нет. Вот так вот. Начал разбираться, интересно. Так, поехали дальше. Артемий, третий вопрос. В народе говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Артемий, после выхода в финал конкурса «Элькуны видения» с колоссальным отрывом более 100 баллов, размер твоего гонорара за выступление будет пересмотрен в большую сторону? А вообще сейчас гонорар этот есть, надо вот правильно вопрос задать. Есть гонорар? Погоди, давай начнем с того. Давай, Будет ладно. пересмотрен в большую сторону? Да. Валектон Шонер. Вот так вот. Нули-то прибавятся. Да? Это сейчас мы адресуем Геннадию Семеновичу, продюсеру всея. А кстати, вот когда я писал этот вопрос, да, думал я про него? почему-то про него сразу подумал. Так вот. Ну, Слушай, а- ну давай по поводу гонорара. Да. Он Мы сейчас у тебя есть? тему денег уже. Ну да, конечно, есть. Сколько? Пока не могу ответить. Но он увеличится. А он в разу увеличится? Нет, нет. Тысячу сверху. Тысячу. Так, поехали дальше, следующий вопрос. Прям интересный. Артемий, если ты выиграешь в конкурсе «Элькуны видения», то тебя ждет главный приз, это 40 тысяч рублей. Скажи честно, эта сумма достойна награда или хотелось бы больше? Мне бы тоже хотелось бы больше. Всем хотелось бы. Всем хотелось бы больше. Валектон Шонер. А как же вся Хорошо вот эта идет. вот предыстория про то, что Главное деньги не главное, творчество. главное Главное творчество, довести главное его до зрителя песня. эту песню, чтобы услышать эти слова, эту музыку. Вот оно. Ну что теперь? Я А теперь как бы в финале, поэтому... Да, вот звездность-то начинает давать о себе знать. Гонорары мы повышаем, Повышаем, да. денежек хочется больше. Если вот так вот посмотреть, я бы тоже, наверное, хотел больше. А гонорар бы ты увеличил, вот если бы ты вышел в финал? Естественно, Ну ты же доброзы бы сделал. конечно. Какой, а? Подожди, а кто вот занимает второе, третье место? Ну уже в финале. 4 ноября проходит, мы узнаем результаты. Второе, третье место. Они имеют право повышать свой гонорар? Как ты думаешь?
А вообще вот проект «Элькуновидение», он уникален в том плане, то, что артисты, которые появляются на сцене в этом проекте, становятся звездами. Не то чтобы становятся звездами, народ про них начинает как-то говорить. Тема участия этих людей на просторах СМИ, на просторах интернета, она как-то муссируется. Что там? Я сейчас достал. Так, с кармана листок. Интересно. Ну давай поговорим. Первое «Элькуновидение», которое у нас состоялось в 2012 году, кто его выиграл? Его выиграли 5 Сергеев. И сейчас они гастролируют. Да. Они зарабатывают больше, чем мы. Откуда эта информация? Мне кажется, что они гастроли больше, чем у нас. Кстати, можно их позвать и узнать, да, да. и знать всю правду. Да, в 2013 году Это был Влад Андреев и Андрей Конышев. парни вообще были на расклад после. Но, к сожалению, ну, как, наверное, да. Я распались. думаю, Но что Влад сейчас все равно пишет песни. Как бы. тема денег тут сыграла свою основную, так скажем, лепту внесла. Кстати, наш коллектив тоже может распаться. Так, конечно, запросто. Поэтому не, Еще не стоит меня. и все. Да. В 2014 году группа Толкэм. Так. А они вообще на всех корпоративах стали выступать. А знаешь почему? Ты приглашал Они их себе? демпинговали ценами. Да? Я выставлял один ценник, они делают ценник дешевле. Артем, это Это как бы тебе тоже лайфхак такой. принять к на сведению будущее, да. стоило бы. В 2015 году В 2015 году у нас, блин, я не помню. Андрей Корнилов. И Иван Котеликов. Котеликов! Ну, Ну, это это просто прям звезды, звезды, да. Я думаю, что вот, кстати, вот по поводу звездности, вот именно проект «Элькуновидение» помог раскрыть Андрея Корнилова. Согласен. Потому что до «Элькуновидения» его не было, а после «Элькуновидения» человек реально выстрелил. 16 год. 16 год для меня какой-то стал, ну, не провальный, я не знаю, просто я этих людей не знаю. Игорь Петров и Андрей Байсаров. А которые Аню пели, да? Да. Да. Вот это вот как раз тот случай, когда жрейское голосование и голосование народное кардинально были друг от друга различными. То есть поэтому они не так сильно гастролировали. Я думаю, что да. Ну и в 17 году Павел Павел Смирнов. Смирнов. Ну, я тоже не могу сказать, что, может быть, я не столь компетентен в этом вопросе. Не знаю, сейчас ли он гастролирует, но Нет, просто на человек просторах живет в интернета другом я его не городе. вижу, да. Человек живет в другом городе. Был бы он в Ижевске, я думаю, что как-то бы по-другому, в другом направлении его бы творчество развивалось. Но вот, опять же, смотри, если вот те же самые участники с 12 по 18 год выступают с забойными, то есть танцевальными хитами, это у нас 5 Сережек, Вия, Толкин, Корнилов, у них были танцевальные треки. И после этого жизнь пошла, наладилась. Это что значит? Удмуртское население любит вот эти песни? Да? Удмуртское население в принципе любит гармошку, В принципе любит любит. этот ритм, да. То есть это опять же лайфхак. Вот у тебя песня, которую мы так и не услышим сегодня вот за эфир, но хотелось бы. Она в каком темпе? Она медленно. Ну, как бы, как бы делается на акцент. И современно. Как бы тоже подкупила меня это, как сказать, Для подачи. да, для подачи помогло все, как бы, я думаю, да. А ремикс на него можно? Есть смысл делать? Можно сделать? Или Я- это тут не надо переходить в эту грань? Я не знаю пока, как запишу эту песню, пока пульса еще нет записанной песни, поэтому запишу, посмотрим. Ну все, отлично. Ну, по поводу ремикса у меня есть отдельный вопрос. Отдельно поговорим вообще по написанию ремиксов на твои композиции, но это будет позже, потому что сейчас у нас реклама. Горожанчики, далеко не уходите. У нас сегодня в студии Артемий Лем, человек, который вышел в финал конкурса «Элькуновидение 2018». И также наш конкурс продолжается. Связан этот конкурс с псевдонимом Артемия Лема. Почему Артемий Лем? Называется Артемий Лем. Варианты своего ответа присылайте на наш смс-портал 5522, заголовком «Моя». Пробел, далее текст вашего сообщения. 30-я и 40-я смс получит от нас 2 диска. А 30 сейчас уже есть смс? надо посчитать. Ладно, посчитаем за рекламу. У нас текст тоже пишет. Артем, капец, я, говорит, так не говорила. Два придурка секс. Ну, конечно же, я Насте позвонил, кому еще?
Я уже признавалась. Сейчас домой приеду, скажу. Как я домой глаза посмотреть? Злая еще приедет с деревни. А свои забрали? Они сейчас едут, как раз на пути слушают. Сюда? Да. Мы что, испытаем жизнь. Просто все люди, как люди, нормальные выходные проводят с родственниками, семьей в деревне. А я как... Почему ты как? Я вообще, у меня нет выходных. 24/7. Я уже не могу. Я не могу себе позволить один день выходной. Я просто начинаю себе это... Поэтому... метать, мне надо что-то сделать, что-то там. Звонит мне в воскресенье там. Тебе же сказали, что ты недолюблен, вот тебя надо долюбить. Вот. Пошли работать. Одному не работается, да? Сегодня? Да, вообще. Мне приятно, когда человек занят, это значит, что есть работа здесь, какие-то работы здесь. Вы продукт. Здесь, везде. Это трансляция? Это из-за того, что камера там стоит. Когда мы будем... Вообще в идеале камера должна стоять в цифре. Да, может, кстати. Внимание. Может, нас посмотрим, микроволновка вращается так. На джойстике. Итак, продолжаем наше общение в прямом эфире. Артемий Лем у нас подключен к полиграфу. Наш детектор лжи в самом разгаре. 4 пункта. И мы готовим ему каверзные вопросы. Да, 4 пункта вопросов, которые касались про творчество, про деньги. Мы прошли. Нет, дальше... тема денег-то надо всегда. Нет, тема денег, она так везде, скользь на всех вопросах так или иначе присутствует. Но я предлагаю перейти к следующему вопросу. Итак, вопрос под номером 5. Артемий, ты говорил, что ты участвовал в Ильхуновидении 2 раза. Первый опыт состоялся в 2014 году. И он был не столь успешным. Было ли желание после этого провала закончить карьеру артиста? Валектон Шонер. А я бы потом все уже. Представляешь? Хотя нет, у нас же есть подобные случаи, когда мы участвуем в конкурсах. Этим летом мы на Европе участвовали, мы вышли в полуфинал, а в финале нас скосили. Когда мы должны были участвовать в ВК-фесте, нас точно. скосили. Но мы же не отчаиваемся по этому поводу. Мы не грустим. Мы просто говорим, что этот фестиваль недостоин нас. Просто мы выше. я пропадаю на неделю, а потом прихожу. Ну ладно. У тебя такой вариант решения проблем, у меня другой. Ну, Артем, реально. А вот переживал хотя бы после этого выступления? Не выходило бы люди. После 14 года. Я, конечно, переживал. Было морально плохо. Морально плохо, что... Лебедский район отвернулся от тебя. Тебе перестали продавать хлеб. Нет, не в этом плане. Просто... Отрекся. Что именно сам, что я не смог, что даже не попал, например, в ту же самую там десятку, да. Ну, не получилось, что было обидно. Ну, а в итоге, что нужно работать дальше. Мысли были дальше работать, и силы были. И поэтому, я думаю, как бы я вообще такого прям расстройства не было. Как тебя родители поддерживали в тот период? Мама всегда говорила, что всегда можно работать в поле, в принципе, сын не отчаивается. А да, кстати, у меня права есть на трактор, поэтому он говорит, давай, говорит, музыку включишь и давай ездить. Репетируй. Да. Занимайся, сразу же 2 дела делай. Да, кстати, говорила, да. Я думаю, что именно такие наставления были перед выходом на сцену во время этого Ильхуновидения. Сын, не расстраивайся. А ты говоришь, нет, ни за что! Не будет этого. Итак, поехали дальше, следующий вопрос. Артемий, ты лауреат 1-й степени конкурса «Золотой голос России». Этот конкурс, если мне память не изменяет, состоялся в 2016 году. Были съемки в Останкино. Если бы твое выступление на Ильхуновидении нынче тоже было провальным, тебе было бы стыдно. Да.
Ну не томи уже, а! Вот, давай. Валектон Шонер. Да, конечно. Мне бы тоже было стыдно. А вот Подожди, а дальше, вот дальше. Раз год, 2 года. Ну, Днепруха. Дальше. Нет, смотрите, если вот получается, если второй раз вот просто провал был бы, конечно, было бы стыдно. но тогда бы вопрос по поводу дальнейшего продвижения именно в этом русле, он бы, наверное, сразу бы появился где-то на поверхности. Но ты же все равно вот думал, ты когда шел на конкурс, ты Как-то настраивал Да, себя настраивался. вот на этот негатив или нет? Ну, конечно, настроился, потому что всегда после таких больших побед, как бы всегда есть критики. Есть критики, есть завистливые люди, поэтому я на этом уже все, я как бы это прошел, эти темы я прошел. Но после вот этого года, если бы ты даже в десятку не попал, дальнейшая судьба. Что, Конечно, судьба ты бы работала стал бы дальше. дальше, но я бы уже не шагнул точно, не точно. То есть, экономидия ты бы закрыл. Я бы для закрыл себя. для себя я точно закрыл бы, а работал бы дальше над собой. А вот смотри, еще такой вопрос хочется озвучить. После Элькуновидения всегда вот эта тема, она муссируется. Идут комментарии в интернете. Кто-то говорит, да, молодец. Кто-то говорит, нет, ты не молодец. Кто-то говорит, да, все куплено. Кто-то говорит, да, достойная победа. Ты уже столкнулся с чем-то подобным? Да, очень много комментариев. Хотя я еще Даже себя пост не выложил. даже еще нет, потому что я сегодня целый день отдыхал и говорил, что я отходил от эмоций. И да, есть, они пишутся, и разного характера, и плюсы, и минусы есть. Имеется в виду, есть негативные комментарии, и есть положительные. А все-таки больше негатива или больше все что хороший? Хороший. А негатив именно в каком он русле? Вот, что не нравится народу? Вот мне интересно. Они сразу просят, вот знаете, они хотят увидеть, как я успел, хотят видеть видео. Где видео? Все правильно, все правильно. Да, это правильно, да. Но еще есть, что говорят, что я профессионал в этом плане. Что... Не верю, например, просто такие есть. Не верю. Как так, Как так? Артемий? Да не Артемий? может быть! А мы с ним учились, не верю. И все. Вот, ну нет, таких прям нет, но вот говорят, что вы как бы уже профессионалы и что самодеятельность как-то вот возможно. И что золотой голос России, как говорит, вообще невозможно сопоставить именно вот самодеятельностью. Но я как бы прочитал, подумал, ну и я первый из артистов и республики сейчас именно. Человек молодец, у него уже есть такой панцирь от таких негативных комментариев. Погнали дальше? Итак, следующий вопрос. Артемий. Артемий Лем. Красавчик. Да или нет? Красавчик или не красавчик? Да. Кто-то сомневался? Валектон Шонер. Да нет, не сомневался. Мне было просто интересно узнать, какой ответ. Ну, с самокритикой у Артемия все хорошо. Ну просто, знаете, а красавчик в каком плане? Вот именно, каком? вот правильный вопрос. Правильный вопрос. В общем. Ну, в общем, давай что? В В общем. общем, конечно, как бы я... А кто Я вот смотри, я смотрю за тобой в Инстаграме слежу. Ну, так себе слежу. Смотрю, Вчерашнего дня. подписан, да. Вчерашнего И я дня. вижу, что... Нет. Я смотрю, что человек выкладывает сторисы. А если человек выкладывает уже сторис, то есть он уже что-то хочет довести до народа. Для Заметь, людей. я не выкладываю сторисы. Ну, бездельник, потому что, знаешь, вот по-простому говоря. Реально Я сейчас же тебя все сторисы выкладываю. жизнь строится именно вот в просторах интернета. Если ты вот не сделал сторис, ну значит там нет. Это да, это сейчас. Жизнь реально. может зря. Зря, да. Да, И да, я да. вижу, что он идет туда, он выходит откуда-то, он опять что-то делает. Он с утра что-то уже вкладывает. Я думаю, молодец человек, молодец. Вот, награда. Я думаю, что найдет своего героя. А фанаток много. Много фанаток. Вы знаете, конечно, много. Ну, как бы, если человек публичный, как бы, выходит на большую публику, конечно, эти люди пишут, хотят, чтобы я женился на них, вот, как бы, и с детьми, давайте, вы будете отец моего ребенка.
Как вот такое бывало очень много раз. А помнишь, ты приезжал с концертом к нам, не знаю, там какую-то Мы тебя ждем. глубинку дебёскую. Приезжал ко мне, а уже мы тебя ждем, Да, представляешь, как это, да? ждет дочка. Даже один раз такое было, что врачи, понимаете, взрослые врачи писали мне записки, когда я сидел в очереди к врачу. Не подходили, просто давали вот это там врачи. Ну, там имени, конечно, не было, вот давайте Ну, встретимся. ты можешь вот сейчас так, уже так, сказать, так. на всю республику, кто это человек. Слава богу, что я туда не пошел, я не знаю, вообще. Такая интересная бы история была. А предлагать, не знаю, какие-нибудь там материальные ценности, там, квартиру, машину и так далее. А вот сейчас это ты в деньги, брат, ушел. Да. И я. Ну, знаете, нет. Сожительство. Кстати, ну, хороший вопрос был бы вот сейчас. Да. У тебя есть этот вопрос? Или вот и Ваня Котеликову задавали такой по поводу цветов, либо... Да, давай тоже зададим этот вопрос. Прям вот любишь ты тему денег. Вот, Артём, если бы на концертах тебе вместо цветов давали конвертики с денежками, ты был бы рад? Валектон Шонер. Какие мы все меркантильные люди, боже мой. Ухваливаться. Ты А понимаешь, на что что жить-то нам творчество и карьера Артемия может Оборваться. закончиться, не начавшись даже. Не дойдя до финала 4 Да, ноября. да, Мне да. просто интересно, а Котельников что ты? Он сказал, да, Да, тоже денежки. да, он правильно сказал. Всё правильно было. Следующий вопрос. Прям тоже интересно. Этот вопрос будет интересен еще тебе, Влад. Если бы проект Тектоника взялся тебя продюсировать, ты бы заключил контракт. Все, он уже снимает с себя все приборы. А может быть, Вот надо. да? Валектон Шонер. Приятно, приятно. Давайте, брат, пожму руку. Ты пока еще не в тонике, но Все может быть. все может быть. Да, мне приятно было. Я предлагаю заранее обсудить тему... За эфиром. Нет, В эфире? тему... Гонораров. Гонораров, да. Все про деньги. Опять ты сейчас говоришь. Так, поехали дальше. Следующий вопрос. Ну ты же понимаешь, что тебе потом придется разграничить свои выступления. Что кое-кому придется отказывать. Ты готов к таким жертвам? А как ты сейчас вот выступаешь? Вот, ты это в Дебёском районе. Делал сольный концерт в Дебёсах, я помню, да. Есть какая-то привязанность именно вот к Дебёскому РДК? Нет привязанности. Что это наш артист, он победил, ну и все, мы сейчас все вместе создадим там какой-то проект и поедем. Такого нету. Следующий вопрос. Ну, все мы знаем, что ты творческий человек. А вот поешь ли ты в ванной? Валектон Шонер. Ну кто не поет у нас? Ожидает. Даже я пою иногда. Любимая песня какая? Неизвестно. Нет, это сложный вопрос. А мне не спится, а мне Мне не спится, особенно после выигрыша, ну не выигрыша, а с прохода в финал. Нет, я песню Ивана Котеликова сейчас. Ну я пою. понимаю, Да. песня-то двусмысленная. Он так и писал. А мне бы не спится. Мне бы не спится. Есть любимая песня? Да знаете, этих, как бы, ну, из любимых я не могу прям сказать, что... Артист, кто у тебя любимый артист? Любимый На артист, российской эстраде. Конечно, на российской эстраде девушка, прекрасная девушка, Алина Бегаева. Это прекрасный
прекрасный вокал. Он стал еще на один шаг ниже. В центре кто-нибудь. Вот прекрасная девушка, поэтому она из российских пока что Лидер. Да, лидер. Ну, конечно, из Советского Союза это у меня, конечно, это Серов. Я люблю это творчество, конечно, и Магомаев. Вот эти Ты можешь так, я люблю. Ох ты. Да? Я бы сейчас это устроил. Мы можем все сделать. А из удмуртской эстрады? Кого можешь выделить? Кто для тебя, ну, хотя бы... Number one. Да. Знаете, что мне нравится то, что поет и вообще говорит в песнях, это Иванова, Анастасия Иванова, да? Вот она, как она говорит и так, и вообще... Подача. Она не такая прям вокальная, огромного вокала там нет, но текст песни, убедительность, вот это все мне очень нравится. А из эстрадных исполнителей? Из эстрады. Скажи все молодцы. Давайте, да, Не все будем молодцы. Все молодцы. Продолжаем дальше. Следующий вопрос. 5 денежки. Да что такое? Там это ты писал вопрос. Да. Артем, если тебя приглашают работать на корпоративные мероприятия, ты отказываешься сразу или же все зависит от суммы вознаграждения? Валектон Шонер. Так, значит, подрабатываем, да? Да, как и мы. Подрабатываем. Все подрабатываем. Ну, типа, ты говори, Ну, нет, да, нет, да, мы не я подрабатываем. поддержать вопрос. Ты просто такие вопросы задаешь, конечно. Если везде будешь отвечать нет, ну ты подумаешь, как это, ну, на что он вообще живет? Как на что? Ты На именно- народную На что любовь. ты живешь? Я работаю. Ты работаешь. Работаю Культурный комплекс центральный село Завьялово. То есть ты Ижевский, работаешь за Завьялово. Вот смотри как. Вот как. Представляет, Вот, 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 представляет Демёцкий район, живет в Ижевске, работает в Завьялово. Руководитель народного ансамбля. Может, ты за Завьяловский район называешь. Ты думаешь, почему я такой вопрос задал по поводу того, что парень-то не представитель Демёцкого района, он родился только, а в последние-то года не живет там. прописка там. Ну Прописка ладно, там. прописка спасла. У Пушкина тоже прописка там, но мы знаем, из-за чего прописка остается там. Я уже лет 5 как тут прописан. А, ты уже здесь. Да. Ну, Не это надо. когда у тебя кредит. Ты не говори про мои кредиты всем. Так, следующий вопрос. Артемий. Ты был бы рад, если бы Electronic DJs сотворили ремикс на один из своих треков? Да. Валектон Шонер. А ты был бы рад сотрудничать с Артемием? Да, да. Ну после... Знаешь, для меня Вот артисты- ответ твой утвердительный, да, он Да. Нет. зародился со вчерашнего Я дня. говорю, да, то или- нет, да, то нет. Или как? Честно? Честный. Да, после вчерашнего я не верил в победу, сразу. Я буду честен перед собой. Это раз в жизни. Я не верил. Не верил. Но когда я, говорю, зашел на сцену и увидел, когда подходят уже районные эксперты, районные жюри, и говорят, все, двигался, я понимаю, что действительно парень вышел на новый уровень. И это нормально, это в порядке вещей, что когда-то мы, например, человека не замечаем, и там творчество проходит мимо, и я помню еще по лиричным композициям, да, в основном, я понимаю, что я не могу из этого ничего сделать. И поэтому я жду. Я просто расскажу случай со сцены, как раз во время подведения итогов, когда жюри выставляло свои баллы, Артемий вроде стоял слева от меня сзади. Да, Засовывал слева, сзади слева, карман слева. тебе Нет, пятерочку. нет. Нет? Так. Заметь, я никак, вообще никоим образом не мог повлиять на... Не повлиял на 14 место. Жюри. Ты уже Вот, сегодня вот, сказал. вот тут я повлиял, да, тут согласен. Но, заметь, за это меня не осудили, а наоборот сказали, А еще не понедельник. молодец. Выходные еще. Завтра все. Я просто слышал, как
Артемий каждый балл воспринимал в свой адрес. Нет. Это была другая эмоция. Он просто стоял и говорит, да ладно. Дебёсы, да ладно. Да ладно. Тоже? Интересно. Вот именно вот такие фразы из него исходили в этот момент. Рядом стояла еще Ольга, вроде Переводчикова, да? Да, вы вместе стояли, как бы реально. И она начала сначала так, молодец, молодец. Нет, она говорит, меня трясет, что делать? Возьмись за руку. Мы взялись за руку и просто стоим ошеломленные, просто не понимаем, что происходит. Просто я, вот, смотря вообще и остальные на видении, вот, ну, прошлое, как бы не видел, чтобы вот именно вот столько районов сразу за один район проголосовали. Друзья, мы напомним, что это было впервые, когда Дебёский район оторвался с колоссальным прям прорывом 100 баллов. Такого еще не было. Но это, друзья, мы напомним, что это не финал. Финал пройдет 4 ноября, День народного единства, на телеканале Удмуртия. И вы можете поучаствовать с смс-очками. Да, и итоги может кардинально все поменяться. Так, следующий вопрос. Я прям этот вопрос сейчас уместен в данный момент. Артем. Артемий, ты считаешь себя звездой? Валектон Шонертен. Опачки. Ой, ну хоть наконец-то мы узнали. Вот она-то! Все подстроено. Нет, ничего не подстроено, все честно. Ну давай, рассказывай. Знаете, я никогда не поддерживал вот это высказывание, что звезда. Звезды у нас есть, это на небе, которые светят ночью. А звезда, ну... Как красиво уходит от света, да? Красивый стиль, да? Да. Я не поддерживаю эту тему, как бы, ну... Да, работаю в творчестве. И вкладываю определенные силы и вкладываю финансово, вкладываюсь. Поэтому... Да ладно, все, не распиливайся же, все, нормально, все. Особенно почкам нас. Какой капризный. Там еще можно целую программу только на одних капризах. Я тебя тоже не люблю иногда. Погнали дальше. Так, осталось совсем чуть-чуть, всего 2 вопроса. Итак, Артем, от этого вопроса зависит твоя судьба, любовь твоих зрителей к твоему творчеству. Сейчас вот прямо, положа руку на сердце, ты должен сказать, на каком языке тебе проще выступать? На русском или на удмуртском? Валектон Шонер. Хорошо. Можно заканчивать программу. Любовь к народу. Что хочу сказать, что удмуртский язык вот специфичен именно в вокале. Тяжело немножко петь удмуртский, вот это о, и вот это все очень зажато мне получается, поэтому в основном я и пою на русском языке, да, поэтому там раскрывается и потенциал голоса. А на удмуртском немножко я зажат, но проще на удмуртском языке. А можно ли спеть сырого на удмуртском языке? Чтобы я люблю тебя, там, дать жары. Если честно, есть у меня перевод этой песни и записи из песни. Но не я люблю тебя, как быть. Есть запись. И причем тогда, когда я ее выложил как кавер, заметь, это камень твой огород. Камень чей огород? Твой огород. Как человека, который подписан на Артемия Гаврилова, который следит за его творчеством, но не знает про это. Это было давно. Спасибо, брат. Ладно, спасаем. Реабилитировался. Что ж, последний вопрос. Он такой у нас, так скажем, традиционный. Артемий, любишь ли ты кто-нибудь? То есть, да или нет? Тут можно. Ну, почему нажимать? Ну, погнали. Валектон Шонер. О, все хорошо. Значит, ремикс будет, народная любовь будет, и кто-нибудь любит. И
Ты не заглядывай туда. Мы потом отдельно с Он Полиной до сих пор пообщаемся. не верит, потому что У у нас, нас- кстати, чаще всего бывает, вот часто бывает, когда все уже программа закончилась, все гости разошлись, мы идем с Полином и он говорит, так, ну, знаешь, вот тут можно было, да, чуть-чуть вот так. чуть-чуть так. Ну, почему вот сейчас? Можно же... Почему после эфира это обсуждать? Можно же сейчас... Фарид, есть какой-то анализ уже готовый? Ну, анализ очень прост. Мы плохо подготовились. Мы? Да. У нас слабые Вопросы. вопросы. У нас слабые вопросы были. Надо было жестче. Эх. Ну, иногда вот в удмуртском мире, как бы мы хотели, не всегда получается. Это немножко не поймет наш народ. Да. Ну, Скажут- согласен. А Но Артемий у нас просто такой правильный человек, поэтому на все вопросы он отвечал правильно. К одному как-то. Один вопрос только у нас Ну, остался. это Да. не принципиальный вопрос. Ну, я тоже думаю, что да. В принципе, все тогда. Мы можем порадоваться за фильм. Все, Артемий, теперь можешь вздохнуть. У нас человек практически на 100% был честен перед нами, перед зрителями и перед Фаридом. Хотя у меня было парочка вопросов, которые я бы озвучил, но боюсь. Не бойся. Ну что ж, скажем огромное спасибо Фариду, за то, что соглашается, приходит к нам в гости, тестирует наших гостей. И огромное спасибо нашему гостю Артемию Гаврилову, он же Артемий Лем. Спасибо большое, что сегодня слушали и с нами были наши слушатели и кто любит мое творчество. Будем разбираться, будем работать дальше. И голосуем 4 октября, ноября. Ноября, да. Голосуем всем миром. Спасибо большое. Так, давайте подведем сразу... У нас же конкурс. Да, итоги Точно, вот да. этого конкурса. Я скажу, сколько смс пришло. 21 смс пришла всего. 21 смс. Мало. Мало? Мало. Поэтому я предлагаю... Я предлагаю, давай сделаем 10 и 20. 10 и 20. Ну давай так сделаем. 10 и 20. Что у нас там? Мы задавали вопрос, почему псевдоним Артемия Лема Артемий Лем. Артем? Ну давай, рассказывай. Почему? Откуда это все пошло? Откуда все это пошло? После «Золотого голоса России» один из журналистов Киевского района, Валерий Мельников, сделал пост, и там было написано, что из Артемий Гаврилов из деревни Удмуртский Лем Девёрского района, можно сказать, что он Артемий Лем. Из-за этого я уже стал, мне понравилось, и я взял себе Круто. Ну, кстати, звучит хорошо. Хорошее сценическое имя. Вот, правильный ответ, я из деревни Удмуртский. Большинство наших слушателей знают эту историю, да, говорят то, что он из Удмуртского Лема, поэтому псевдоним Артемий Лем. Так, Кто у нас на 10 месте? на 10 месте абонент, телефон номера которого заканчивается на 8032. Мы Ура! его поздравляем. И человек, Диск улетает этому человеку. И который человек, и 20-й. абонент под номером 4982. И вам диск улетает. Ура! Да, все, круто. Мы С вами поздравляем этих наших счастливчиков. слушателей, счастливчиков. Ну и я думаю, что надо закончить какой-нибудь хороший песней. Давай закончим. Мы с вами с победителями связываемся после эфира. Отдельно наберем. Послушаем. Вот. А хотя давай послушаем рекламу, а потом просто. Послушаем рекламу и послушаем это. Правильно? Да. Эфир держим в эфире? Есть? Я все, наверное, так. В принципе, да? Сейчас фотку, хотя у нас фотка есть. У вас до 8 вообще? До 8. Сейчас я посмотрю. Который лучше? Потом домой вы? Да. В какую сторону кто едет? Я поеду вдвоем. Либо через что? Получается, Кирова, Через центр? Горького, да. Через центр. Или в дому модель. Да, это заводская. Ну, нормально. Даже Жуковых сейчас поговорил с адвокатом. Плывали.
ваша трансляция идет? Ну да. Мы просто давно не общались. Такой. А он тебя не позвал на свой концерт? На свой концерт не позвал? Пока нет, не было еще. Но Артемий ждет. Которому? Вроде в ноябре. 26. 26. А, нет, я Завелский район, Якшур. Там конкурс какой-то? Да, какой-то типа чаберины. Ты пошел? Кто-то из моих из деревни выиграла. Да? Правда. А, так ты тогда. Ты когда поедешь? Могу взять. Все, держи. Так давай держи сразу. Тебе подарок. И Внимание. есть подарок. Есть. Хорошо, спасибо. Ну что ж, я думаю, что медленно, но верно мы уже будем продвигаться к финалу. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях был Артемий Гаврилов, он же Артемий Лем, человек, который на Куневидении 2018 с колоссальным отрывом вышел на первое место. Отрывается еще, правильно сказать. Отрывается. Да, это еще не финал. Финал состоится 4 ноября. В День народного единства. И итоговый концерт, и итоговое жюрейское голосование мы узнаем именно в этот день. Да, лицезреть мы его будем на телеканале «Моя Удмуртия» или «Удмуртия». Да, и, друзья, вы можете проголосовать за любимого участника, отправив смс. Ну, все подробности уже узнаете 4 ноября, либо в наших социальных сетях. И также хотелось бы обратиться к вам, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, а больше к зрителям, потому что нас не только можно слушать, но и смотреть. Смотреть в ВКонтакте, смотреть на Ютубе. По поводу качества эфира. Меня этот вопрос посмотрим, не оставляет в покое. Все ли После хорошо, программы. нас слышно, нас видно. Ваш ответ нам крайне важен. Ну, вообще, присылайте нам заявки. У нас эфир, как всегда, открыт. Буквально вот сегодняшний эфир мы как построили? Мы вчера лицезрели, что Артемий, так сказать, выбрался в финал. Набрал больше всего голосования очков, так сказать, и все, мы позвали его на эфир, поэтому все произошло буквально спонтанно. Следующее воскресенье у нас открыто, мы ждем гостей, ждем друзей и ждем всех артистов. Также еще обратиться хочу к нашим слушателям. Если у вас есть желание прийти к нам в студию, посмотреть воочию, как проходят наши прямые эфиры, то, пожалуйста, присылайте групповые заявки, мы все рассмотрим. Я думаю, компромисс найдем, договоримся. Обязательно! И вместе раскачаем студию моей Удмуртии. Правильно. Да, А сейчас мы послушаем песню А Артемия. сколько это будет стоить, мы уже потом обсудим. Все, давай закрывай программу, слушаем песню Артемия. Как она называется? Называется, она, кстати, очень актуальная, потому что сейчас вот настал тот момент, когда вот эта рябина, которая такая кислая, невкусная, после первых заморозков становится такая сочная, вкусная. И как раз песня называется «Гольдерец Палыч», «Сладкая рябина». Я думаю, что да. Давайте послушаем. Еще раз насладимся творчеством Артемия Гаврилова. Пожелаем ему удачи. Так, еще раз, мы сегодня И наслаждались. пожелаем удачи еще 13 коллективам, которые также... В том числе по Лиге, ну. Да, в том числе были. Да, за которого лично топит Петр Да, Николаевич. да, признаюсь. Признаюсь, да. Не будет странно, если вдруг он выиграет. Кстати, я об этом не подумал. Но это мы узнаем уже когда? 4 ноября. Да, 4 ноября. В общем, всем пока, до новых встреч, следующее воскресенье. Я не знаю, что еще будет, но что-нибудь придумаем. Обязательно. Всем пока! Все. Я прям устал чуть-чуть. Ура! Я нормально. Влад, сделай мне фотку здесь на моем месте. Ну давай, дай какой-нибудь. Вот правильно. Только так, чтобы светло было. Друзья, всем пока! Встречаемся через неделю. Бррр. А где вот у тебя? Куда нажимать? Где это? Крестик? Не трогай мой телефон. А это твой телефон? Он в кредите? Нет. Да. Но Он еще просроченный. Он в беспроцентном кредите.
Давай. Давай, Фарида, тоже. Фарид, я заметил, тебе нравится оранжевый цвет. Даже не знаю почему. Что? Да. Вообще. Почему? Не знаю. Прикольно. Вот. Яркие цвета всегда прикольные. По нам заметно? Особенно в Давай. селе. Бывает красный. Давай. Как давно, спрашиваю, пришли на русский формат ведения эфира? Скажи 5 минут назад. Ты трансляцию так и не выключил, что ли? Нет. Молодец. А вдруг я что-нибудь ляпнул такое интересное? Это может. Весь эфир. Весь эфир